Рабочий день для Ингушетии заканчивается в 18:00. В это же время стартуют тренировки в спортклубе Ади Ахмат. Однако сегодня в зале не только представители этого клуба. В преддверии первенства России среди юношей здесь на сборы собрались лучшие из лучших, то есть участники предстоящих соревнований. Достойно представить Ингушетию на всероссийском турнире – вот задача, которая стоит перед этими ребятами. И для ее выполнения они не пожалеют никаких сил. Первым делом разогревочные упражнения. В любом виде спорта этот аспект очень важен, чтобы не получить травму. Спортсмены должны как следует разогреть мышцы, тем более в таком энергозатратном виде спорта, как греко-римская борьба. В основном акцент тренерский штаб делает на улучшение выносливости и общефизического состояния борцов. С техникой в большинстве случаев все в порядке, как делятся тренеры. Другое дело, что спортсмены в течение 2 периодов очень устают. И несмотря на то, что многие настроены завершить схватки досрочно, готовиться нужно на оба периода схватки. До первенства России осталось немного, мы знаем. Соответственно, у нас сейчас по плану было совещание. Мы решили судейской, тренерской коллегией, то, что мы будем делать 4-5 дней ударных, а потом у нас уже будет более подводка идти. Процесс сейчас у нас утром мы прогулку делали, сегодня Руслан прогулку с этими ребятами делал. А обедом была тренировка и вот вечерняя. 3 тренировки у нас практически с прогулкой получается. Насколько оформлено вот у нас ребята, насколько перспективные ребята выставили на первенстве России? Ну, на первенстве России у нас призер России, чемпион Европы, призер первенства мира Мухаммад Евлоев, также Байсар Евлоев, первый номер России, Хаци Мухаммад тоже сейчас на России первый стал, Батажев. Есть человек такой, 8-9 костяк есть, алхамдулилlah. Знаете, в каждой республике спорт, он развивается, и у каждого есть своя фишка, да, допустим, возьмем тот же Дагестан, вольная борьба, ту же Чечню, у них как-то ММА развивается, ну, у нас больше лежит греко-римской, потому что логически, если посудить, нам можно ее записать как национальную борьбу, потому что мужики берем Евлоев Муса, Аздоев Бекхан, Нальгиев Билан и еще там 2 перспектив. Молодежку берем, первый номер Апиев Ислам, да. Молодежки это пробел, про который Руслан всегда говорит, вот этот пробел, ну мы его больше не допустим. А по юношам у нас уже 8 сборников. Соответственно, мы даже на первое место в России можем как-то влиять, то, что лучшая команда Ингушетии будет. Дома, понимаете, есть какая-то психологическая ответственность, лежит все равно, когда все домашние. Я думаю, все-таки дома лучше будут бороться. Определенно, у нас первый раз просто Россия дома проходит. В числе спортсменов, что будут покорять первенство России, и Мухаммад Евлоев. Он уже становился призером первенства мира, и первый в этом году старт просто обязан сложиться удачно для спортсмена. Удача – это не все, важно и на тренировках выкладываться по полной, отмечает борец. Проходит тут в зале 2-недельный сбор. Первую неделю у нас будет так, 2 дня тренировки будут, утром и вечером. А последнюю неделю мы будем подготовить уже к соревнованию, ближе к соревнованию. Утром будет тренировка, ну, 1 тренировка только будет. Иногда игра, там, кроссов. На чем ты больше делаешь упор во время своих тренировок? Ну, мы больше отрабатываем, ошибки убираем, чтобы подойти правильно к соревнованию.
Расскажи, в какой форме ты находишься, как ты себя чувствуешь, насколько ты готов к этому соревнованию? Я готов нормально, алхамдулиллах. И вот еще вопрос, первенство России у нас проходит впервые, да, в республике. И насколько значимо это для тебя событие, где тебе комфортнее играть, у нас в республике или за пределами? Как-никак дома лучше же, но болеют все наши будут. Да, Андрей Хаях пожгу, иншаллах. Еще один участник первенства и еще один Евлоев. Младший брат Селема и Мовсара Евлоевых, звезд ингушского и российского ММА, также готовится к схваткам. Разумеется, уже становившийся призером различных соревнований Бейсер уже понимает, что в спорте свой уровень нужно доказывать на любом турнире. Поэтому любые соревнования, даже окружного масштаба, очень важны. Что уж говорить о первенстве России. У нас проходит последний этап подготовки. Это самое главное тут сейчас. Не травмироваться, не загрузиться, потому что соревнования, последние недели соревнований, надо подойти аккуратно, чтобы там быть свежим. Вот. Сбор, у нас сейчас проходит сбор, у нас тут в Ингушетии. Главный тренер Белхар Руслан сам лично проводит наш сбор, все проверяет. Вот. Я в отличной форме. Последние 2 месяца мы тщательно подготавливались, тренировались по 2 тренировки в день. Главное, на выносливость подготовки, наоборот, комфортнее, потому что дает дополнительную мотивацию. Надо выложиться на все 100, потому что будет смотреть вся наша республика. Нельзя ни в коем случае подвести. Греко-римская борьба – одно из тех направлений, что может в Ингушетии достичь небывалых высот. Учитывая то, какой самоотдачи и терпения в процессе тренировок требует этот вид спорта, для ингушей он в самый раз. Если начать заниматься греко-римской борьбой с самого детства, результаты не заставят себя долго ждать. И немаловажным фактором является прежде всего ежедневные кропотливые тренировки. Поддержать спортсменов и помочь им в подготовке и морально, и физически приехали наши именитые спортсмены Бекхан Аздоев и Ислам Апиев, победитель и призер международного турнира в память о легендарном борце Иване Поддубном. На эти соревнования Бекхан Аздоев, несмотря на почти 2-годовой перерыв в спорте, разобрал каждого из оппонентов. Особенно досталось финалисту Алану Астаеву. В течение минуты ингушский борец разгромил соперника со счетом 8-0. Теперь, когда турнир позади, они стараются передать свой опыт и хладнокровие подрастающим борцам. Вы наше будущее. Такими словами напутствуют своих земляков Ислам и Бекхан. Первый раз, я думаю, в истории у нас проводится такой наш серьезный турнир. И для наших ребят это очень будет ответственно выступить там. Конечно же, мы будем их поддерживать со своей стороны, как можем. Я думаю, в общем, у нас очень хорошая команда. Мы очень хорошо выступим. Ислам, расскажи, как вы их поддерживаете во время тренировок? Пытаетесь ли вы им передать свой некий опыт? Конечно, у нас очень хорошая конкуренция в греко-римской борьбе. И мы меняемся всегда в парах, работаем. Конечно, они очень быстро растут из-за взрослых. И во всех планах мы их будем поддерживать. И все, что от нас зависит, мы сделаем. Про наш состав. У нас в прошлом году на первенстве мира боролись 2 человека. А я думаю, в этом году уже больше. Мы должны, у нас, я думаю, все пацаны больше выступят, получше. И 2-3 человека, 80 килограмм, 92 и 110. Я думаю, в этих весовых категориях наши тренера ждут большего. Я думаю, все будет хорошо.
это очень, на самом деле, значимо, потому что такой чемпионат не каждой республике дается. Это как бы ребятам это стимул очень сильный у себя дома в своих стенах бороться. Я вот сам приехал вот сейчас 3-4 дня назад, и вот сегодня у них сбор начался. Вот я пришел больше сказать так, помочь им. Вот это... Что ты можешь сказать про наш состав, который там выступит, насколько перспективные ребята? На самом деле ребята очень хорошие, вот сейчас я смотрю на них, все горят желанием их, на самом деле вот. Руслан Бухароев, Гелани, вот они готовили к этому, вот именно к этой России, потому что это отбор на юношескую олимпиаду. Я так думаю, они должны выступить очень хорошо. На самом деле, если вот меня спросить, я думаю, минимум, не то что минимум 2 золота будет у нас. Есть, а так вот там есть ребята с этого зала, вот, по 3 человека в одном весе есть, а золото одному только достается. А так посмотрим, ковер покажет. Теперь, когда у наших подрастающих спортсменов есть такие примеры для подражания, как братья Манкиевы, Муса Евлоев, Бекхан Аздоев, Ислам Апиев и многие другие, мотивация стать лучшими из лучших не только в России, но и в всем мире только сильнее. Продолжить славный путь к спортивному Олимпу, который начали наши знаменитые спортсмены – вот первоочередная задача, которую ставят перед собой эти молодые борцы. В преддверии у нас масштабные соревнования, первенство России по греко-римской борьбе. Эти соревнования у нас первый раз в этом виде спорта, олимпийский вид спорта. Мы всеми усилиями готовимся к этим соревнованиям. У нас в пределе 20-25 человек будет выступать на эти соревнования. У нас сегодня начался сбор. Сбор у нас проходит в клуб Ади Ахмад. Вся республика, самые, которые должны выступить на этом первенстве России, находятся тут. Руслан, расскажи, как отбирались вообще ребята для участия в первенстве? В какой форме они находятся? Отбирались, у нас был ЮФО в городе Нальчике, там было, и в городе Москве мы отбирались. Отбор был тоже трудным, но мы отобрались к этому. Форма у нас, ребята находятся в форме не в таком сейчас хорошем форме, у нас остается еще 10 дней. Сейчас к этим соревнованиям, где-то 8 числа, подводим пик начала вот этих соревнований, пик формы должны подойти. Руслан, вот на твой взгляд, что ты ожидаешь от предстоящего первенства и что бы ты хотел сказать нашим болельщикам? Конечно, мы ожидаем, чтобы наши борцы, наши юные борцы, можно сказать, чтобы выступили достойно, тем более у себя дома. Мы должны показать. И, конечно, болельщикам скажу, чтобы все приехали, поддержали наших ребят. Мы постараемся не подвести. Эти сборы нам организовал Харсиев Алихан, Асламбек Харсиев. Проводит тут все, что нужно, все условия созданы. И я думаю, мы оправдаем все надежды. Ну а тем спортсменам, что прославили Ингушетию на прошедшем турнире Гран-при Иван Поддубный, были вручены денежные поощрения от владельца клуба Алихана Харсиева. У нас прошел Гран-при Ивана Поддубного. Там выступили 3 наших ребят. Бекхан Аздоев, Евлоев Муса и Апиев Ислам. Первым стал Аздоев Бекхан. И Наш клубная система Харсиев Алихан и Асламбек Харсиев поощрил наших ребят Абукара Аздоева 100 тысяч рублей. Апиев Ислам стал 3-м Гран-при Ивана Поддубного. 100 тысяч рублей. Евлоев Муса стал чемпионом. Ну его нет, а Бекхан кого дал? Первенство России по греко-римской борьбе впервые в истории будет проходить в нашем регионе. Старт соревнований запланирован на 9 февраля. Сильнейшие спортсмены со всей России будут оспаривать право быть лучшими в своих весовых категориях. И будем надеяться, что в списке победителей окажутся и ингушские фамилии.